Да, действительно, уже прошло 30 лет с тех пор, когда эти вышитые портреты представлялись нашей публике. Но Григорий Алексеевич работал не только в портретной вышивке, но и плодотворно работал в графике, скульптуре, живописи. И в 1962 году он переезжает в Казахстан. Вот последний раз в Хакасии он был как раз на открытии своей персональной выставки в 1986 году. О личности Григория Алексеевича расскажет нам доктор исторических наук, профессор Хакасского государственного университета Виктор Яковлевич Бутанаев. Пожалуйста. Спасибо. В 1977 году у нас в хакасском журнале «Ахтасхал» не слышно, да? Разрешите? Значит, вышла статья Каралькина на хакасском языке «Хостердан портретка», переведенная Ириной Исаевной Бутанаевой. Вот с этого времени у нас завязалась сначала переписка, а потом, значит, дружба, которая продлилась более 15 лет. Григорий Алексеевич был человеком разносторонним, он и писал стихи, он переводил и героические сказания на русский язык. Вот. Был очень начитанный, но для того, чтобы понять, как и что, у меня сохранилось около сотни писем. И вот я хочу кое-что зачитать. Потому что он очень переживал и за культуру нашего народа, да и в целом за судьбу, значит, нашего хакасского народа. Значит, вот письмо, значит, накануне праздника Тун-Пайрам, на который я его пригласил. Ну вот, напишите мне о здоровье Ирине Исаевне, меня заботит это, работящая она, дети этого само требует. Я вот сам такой, не щажу себя, а надо бы бороться, беречься. Здоровье шатается на все ноги, бронхит мучает все время, радикулит хронический. А тут сломал ребро и целый месяц заращивал его. Потом упал с крыши, трубу делал, руку повредил, резал скульптуру по дереву. 3 раза резал левую держащую руку. 1 палец потерял осязание. Я же художник. Инструменты острые, колющие. Вы этого не знаете. Работайте головой и пером. Я-то пилю, режу, колю, калачу. Особо достается левой руке. Сейчас на 2, значит, пальцах ногти повреждены. Левый, значит, ломал кости, криво срослись. Правой дважды ремонт выше локтя, ломал выше локтя. За долгую жизнь чего только не бывает. Вот, значит, и, короче, пишет: искусство требует жертв. Ну ладно, в общем-то, я думаю, что придет время, и я эти материалы опубликую. Но хочу вот что сказать. Он постоянно хотел вернуться в Хакасию. Жил он, значит, в Алма-Ате. Вот. И вот что он мне пишет. Значит, вот он мне посылает некоторые свои стихи и пишет: пусть они перейдут к вам. Вы, мечтаю, мой друг, когда-нибудь, когда меня давно не будет, черкнете обо мне.
монографию или статью ли своих мемуаров, необходимо помянуть раба Божия Григория. Я думаю, что наступила пора, и я хочу написать о Григории Алексеевиче. Так, ну вот он бывал у меня часто в гостях. Очень благодарен, что тепло приняли меня, несчастного сироту. Мне всегда грустно, когда попадаю домой, в скобках. А где дом-то? Здесь я чужестранец. И город хорош, и условия бытовые ничего. А тянет домой. Что делать? Аня, это его жена, наотрез отказывается ехать в Хакасию. Не хочется быть похороненным здесь. Да хочется похудожничать дома. Я ведь по образованию скульптор. А там в означенном столько мрамора. И так далее, и так далее. Так. И вот здесь сказали, что была выставка. Вот он пишет. Значит, прошу вас, 22 октября сходите в школу номер 2 на открытие музея. Школа, где и я учился. Значит, собирают материалы, фото, учившиеся в этой школе. Исполняется 120 лет, еще с ее начала. Здание старое, стоит, значит, в Хакасии, на берегу. Пока, так, пишите, скучно мне, без работы. Значит, жена запретила переезд, не могу ее оставить. Видимо, здесь похоронить меня придется. Вот такие вот письма. Их, я говорю, около сотни, и довольно интересные. И когда я с ним встречался, он намекал мне, может быть, говорит, ты мне обо мне что-то напишешь. А вот я думаю, что пришло время. Я сейчас готовлю новую книгу о, значит, орнаментальной культуре нашего народа, где один из параграфов будет посвящен Григорию Алексеевичу.